Здравствуйте, меня зовут Абай, и сегодня я хотел бы с вами поговорить об эмоциональном лидерстве. Как вы думаете, что оказывает наибольшее влияние на результаты любой организации? Ответ может удивить вас, но он абсолютно логичен. Это поведенческий настрой первого руководителя. Как ни странно, настроение и поведение шефа распространяется по всей организации, словно ток в электрической цепи. Другой вопрос, какой заряд имеют эти частицы? К примеру, грубая и жесткая манера лидера создает негативный климат внутри компании, где между сотрудниками отсутствуют уважительные отношения, а карьера строится на интригах. Что ждет такие компании впереди, я думаю, несложно догадаться. В то же время энергичный и позитивный руководитель создает вокруг себя команду оптимистов, которые могут справиться с самыми сложными задачами. Поведенческий настрой лидера буквально заряжает коллектив. Множество исследований доказали связь между настроением лидера, микроклиматом внутри организации и ее финансовыми результатами. Соответственно, чем благоприятнее атмосфера, тем лучше результаты, выше стоимость акций, больше удачных сделок и правильно принятых решений. То есть коллектив, подобно единому организму, может переживать эмоциональные спады и подъемы в зависимости от психологического настроя руководства. Это происходит благодаря особенностям человеческого мозга. Множество экспериментов показали, что если несколько незнакомых человек сядут лицом к лицу и просидят так несколько минут, то настроение самого эмоционального передастся всем остальным. А в ситуации с рабочим коллективом за начальником все наблюдают особенно внимательно. Так как же развить эмоциональное лидерство? Я приведу 4 важных шага по его укреплению. В первую очередь нужно осознать себя, то есть уметь разбираться в собственных эмоциях, понять, как они возникают и что ими движет. Второе – умение контролировать свои эмоции. Настоящий лидер не позволяет своим эмоциям затмевать голос разума. Он не транслирует плохое настроение на рабочий процесс или в крайнем случае объясняет своим сотрудникам причину срыва. Третий – важный навык – это умение определять настроение в коллективе, чувствовать чужие эмоции и иметь способность к сопереживанию. Руководитель не должен не просто понимать эмоции окружающих людей, но и показывать, почему они ему не безразличны. И последнее, самое главное, это умение управлять отношениями в коллективе, устранять возникающие разногласия и передавать другим собственный оптимизм и энтузиазм. К примеру, очень сильным инструментом управления является юмор, потому что положительные эмоции заразительнее всего. Как говорится, улыбнись, и мир улыбнется тебе.